So, and at the age of, he joined Srila Guru at the age of 17. Он присоединился к Шри Гуру Махарадж, когда ему было 17 лет. He said, I was living in Bamanpur, that's his village. It means really like Brahmanpur. It means everyone there were Brahmins. That's why it got that name. But in time, you know, Brahmanpur, Bamanpur. И он говорит о себе, что я родом из деревни Балманупар, но на самом деле исторически изначально название этой деревни скорее должно означать Браманпур, то есть город браминов, означает, что все там брамины. Но с ходом времени, с ходом истории это название исказилось и стало Балманупар. I was living there very happily. И он говорит о себе, я жил в своем детстве и юности очень счастливо. I loved everyone, everyone loved me. Я любил всех окружающих, все окружающие любили меня. And the people, the animals, the trees. Люди, животные, деревья. Even the rickshaw. Даже рикши. So he's going on happily there. He said, then one man was sent from Chaitanya Saraswat Math to, you know, like go to the village preaching. And he preached to him Saraswati Thakur, the powerful, potent, spiritual substance of Saraswati Thakur's, you know, is it like aggressive mercy. Однако, продолжает он, однажды к нему пришел проповедник из Шри Чайтанья Сарасвати Матха, который проповедовал эти линию Шрилы Сарасвати Такура, то есть особым настойчивым образом то, что можно назвать даже агрессивной раздачей милости. And Gurudev once said this to me in London, waiting to, while he was packing, getting ready for class. He said, he came talking this nonsense that your mother's nothing, your father's nothing, this world is nothing, body is nothing, we have to die and leave here. Шрила Гурудев рассказывал мне однажды в Лондоне, уже готовясь к вылету на самолете, собирая вещи, он пересказывал такими словами, и этот человек начал говорить мне всю эту чепуху, а именно, что твоя мать это ничто, твой отец это ничто, все твои родственники, все люди это ничто, вся деревня ничто, ты вынужден будешь покинуть все, ты будешь вынужден покинуть все это, весь этот мир ничто. And maybe that man's representation was a little rough. И, быть может, то, как этот человек представлял духовные идеи, было несколько грубо. But it struck a sympathetic chord in his heart. Но, тем не менее, это затронуло некую струну в сердце Гурудева. And he could not deny that what he was saying was true. И он не был в состоянии отрицать, что слова этого человека правда. So then come to the lotus feet of Guru Maharaj. И тогда он пришел к лотосным стопам Шрилы Гуру Махараджа. Well, if I go, then it will have to be. He said, "I'll come tomorrow for you." No, he said, "If I go, it has to be now." И он сказал, хорошо, я отправлюсь с вами, но я смогу только завтра. На что ему сказали, да, ты сможешь отправиться только завтра, на что Гурудев ответил, нет, если я иду с вами, то только сегодня, прямо сейчас. So he took him there. И они отправились с ним They вместе. swam across the Ganga. Переплыли через Гангу And then he came to Chaitanya Saraswati Math. и прибыли в Шри Чайтанья Сарасвати Матха. And when he saw it, you know, in those days, this is 1947, it was originally a thatched hut. Still, it was very simple. И это был 1947 год, и хотя это была, быть может, уже не маленькая хижина, но все же Шри Чайтанья Сарасвати Матха внешне выглядел очень скромно. And he thought, I've heard something about the ashrams of great saints and Ramayana, Mahabharata, other literature, and the other devotees saw maybe some little disappointment. И Шрила Гурудев рассказывает об этом случае таким образом, что я слышал ранее, я читал ранее в писаниях, таких как Махабхарата, о ашрамах великих мудрецов, таких как Валмики и другие. У меня были какие-то представления, что такое ашрам мудреца, и, видимо, кто-то из сопровождающих меня брамачари увидел некое разочарование на моем лице. And that devotee told him, said, it may be a small ashram, but there's a big sadhu living within. И один из преданных, которые шли вместе с ним, сказал тогда ему, может быть, это маленький ашрам, но зато в нем живет очень большой садху. And he met Srila Guru Maharaj. Итак, он встретился со Шрилой Гуру Махараджем. Said, are you prepared to follow, to not listen to your own mind and to follow me? И Шрила Гуру Махарадж задал ему такой вопрос. Готов ли ты не слушать свой ум, но следовать мне? And Gurudev
said humbly, humorously, he said, I was young, so I said yes. И Гурудев с юмором и смирением рассказывает об этом эпизоде, что я был молодой и глупый, поэтому ответил «да». In time I realized how difficult that could be, that simple instruction. Но со временем, продолжает он, ко мне пришло понимание, насколько сложным может быть следование этому, казалось бы, простому наставлению.